Здравствуйте. Рада, что в гости ко мне пришли. Сегодня расскажу я вам русскую народную сказку про Иванушку-дурачка. Жил-был Иванушка-дурачок. С собой красавец. А что не сделает, все у него смешно выходит. Ну, не так, как у людей. Нанял его в работники один мужик, а сам с женой собрался в город. Жена и говорит Иванушке: останешься ты с детьми. Смотри за ними. Накорми их. А чем? Ну как чем? Возьми воды, муки, картошки, покроши все. Свари, похлебка ж будет. Ну. Ага. Да дверь стереги, чтоб дети в лес не убежали. Ага. Ага. Ой. Уехал мужик с женой. Иванушка сам сел сзади и говорит: ну вот, гляжу я за вами. посидели дети некоторое время, запросили есть. Есть хотим! Хотим есть! Иванушка пошел, налил в катку воды, насыпал в нее муки, картошки, разболтал все коромыслом, втащил в избу и думает вслух: А кого крошить-то надо? услыхали дети, испугались. Ой, он, пожалуй, нас и скрошит! Ой-ой-ой-ой-ой! И тихонько убежали вон из избы. Иванушка посмотрел им вслед, почесал затылок, соображает: Как же я теперь глядеть за ними буду? Да еще дверь стеречь надо, чтобы она не убежала. заглянул в кадушку и говорит: Варись, похлебка, а я пойду за детьми глядеть. снял дверь с петель, взвалил ее на плечи себе и пошел в лес. Вдруг навстречу ему медведь шагает. Удивился, рычит: Эй, ты зачем дверь в лес несешь, а? рассказал ему Иванушка, что с ним случилось. Медведь хохочет: Экой ты дурачок, вот я тебя съем за это. Ты лучше детей съешь, чтобы они отца матери слушались и в лес не ходили. Медведь еще сильнее смеется: Никогда такого глупого не видал. Пойдем, я тебя своей жене покажу. повел его к себе в берлогу. Иванушка идет, дверью за сосны задевает. Да брось ты ее. Нет, я своему слову верен. Обещал стеречь, значит, буду стеречь. Пришли в берлогу. Гляди, Маша, какого я тебе дурачка привел. Смехота. А Иванушка спрашивает медведицу: Теть, не видела моих детей? Мои дома спят. Ну-ка покажи, не мои ли это? показала медведица 3 медвежат. Он говорит: Не эти, у меня 2 было. тут и медведица видит, что он глупенький, тоже смеется. Да ведь у тебя человечьи дети были. Ну да, разберешь их, маленьких, какие чьи. Вот забавный.
Удивилась медведица и говорит мужу: Михайло Потапыч, не станем его есть. Пусть он у нас в работниках живет. Ладно. Он хоть и человек, да уж больно безобидный. дала медведица Иванушке лукошко, приказывает: Вот, поди-ка, набери малины лесной. Детишки проснутся, я их вкусненьким угощу. Хорошо, а вы дверь мою постерегите. Пошел Иванушка в лесной малинник, набрал малины полное лукошко, сам досыта наелся, идет назад к медведям и поет во все горло: Эх, как неловкие божьи коровки, то ли дело муравьи или ящерицы. Ха-ха-ха. пришел в берлогу, кричит: Вот она, малина. медвежата подбежали к лукошку, рычат, толкают друг друга, очень рады. А Иванушка, глядя на них, говорит: Эх, жаль, что я не медведь, а то и у меня дети были бы. медведь с женой хохочут. Ой, батюшки мои, да с ним жить нельзя, со смеху помрешь. Ха-ха-ха-ха. Вот что, вы тут постерегите дверь, а я пойду ребятишек искать. Не то хозяин задаст мне. А медведица просит мужа: Миша, ты бы помог ему. Надо помочь. Уж очень он смешной. пошел медведь с Иванушкой лесными тропами. Идут, разговаривают по-приятельски. Ну и глупый же ты, а? А ты умный? Я-то Ну да. не знаю. Вот и я не знаю. А ты злой? Нет. Зачем? А по-моему, то злой, то ты глупый. Я вот считай, тоже не злой. Стало быть, мы оба не дураки. Ишь ты, как вывел. Ну ты дал. Удивился медведь. Вдруг видят: сидят под кустом двое детей. Уснули. Медведь спрашивает: Это твои, что ли? Не знаю. Надо их спросить. Мои есть хотели. разбудили детей, спрашивают: Хотите есть? Давно хотим! Давно хотим! Ну, стало быть, это мои. Теперь я поведу их в деревню, а ты, дядя, принеси мне, пожалуйста, дверь, а то мне еще похлебку варить. Уж ладно, принесу. идет Иванушка и песню поет: Эх, вот так чудеса, жуки ловят зайца, под кустом сидит лиса, очень удивляется. Ха-ха-ха-ха-ха. Ой, хорошо. Хозяева из города воротились, видят: посреди избы кадушка стоит, доверху водой налита, картошкой насыпана да мукой. Детей нет, дверь тоже пропала. Сели они на лавку и горько плачут. О чем плачете-то? Тут увидели они детей, обрадовались, обнимают их. А Иванушку спрашивают, показывая на стряпню в катке: Это что ж такое-то, а? Похлебка! Да разве ж так надо, а? А как надо? Мне почем знать? А дверь куда подевалась? Да,
Дверь сейчас придет. Взглянули хозяева в окно. А по улице идет медведь. Дверь тащит. Народ от него во все стороны бежит. На крыши лезут, на деревья. Собаки испугались. Только один рыжий петух храбро стоит посреди двора и кричит на медведя. Вот такая сказка. Понравилось? Мне очень понравилось. Ой, устала. Пойду я. И вам спокойной ночи. До новых встреч.